Сегодня все слушали и не раз, и не два заявление главного командующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Естественно, вместе со всеми и мы. И также мы слышали заявление министра обороны Российской Федерации. Но я бы хотел начать сперва с наших планов. Согласно утвержденных планов за 2022 год, осенью мы предусматриваем провести учения, плановые учения, хочу еще раз подчеркнуть, чтобы было всем ясно, на восточной группе войск мы просто единственное, что будет задействовано чуть больше количество людей и техники. Вот в таком духе для того, чтобы тому, кто интересуется, чтобы знали люди. Это не вчера это родилось, не после заявления родилось. Это наша, как говорится, согласно утвержденного плана, работа. То есть о заявлении. Естественно, мы свыше 90%, наверное, являемся гражданами Российской Федерации. И мы об этом знаем и не забываем, мы гордимся этим. И выступление президента Российской Федерации, естественно, дошло до нас. И восприняли мы его правильно. И что частично, и оно касается и жителей республики нашей, так как мы являемся гражданами Российской Федерации. До нашего ведомства, до Министерства обороны, естественно, еще доступнее. Мы также слышали заявление заместителя, статс-секретаря, заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Николая Панкова, который будет конкретно курировать мобилизацию, естественно, и в Республике Абхазия. Подождите, то есть этот человек, заместитель министра обороны, будет курировать мобилизацию непосредственно в Абхазии? Нет, не непосредственно в Абхазии, он будет курировать в России. И, естественно, мы, граждане, тоже, которые попадаем под эту, как говорится, под этот закон. Мы правильно восприняли все эти выступления, мы согласны, воспринимаем, и при необходимости, если надо будет провести частичную мобилизацию, мы, естественно, будем это делать после того, когда получим официально отдельное указание своих прямых начальников. То есть заявление Панкова гласило о том, что абхазы знают свои обязанности, и они всегда, как в советские времена, смотрели на Москву, и сегодня тоже такое же отношение, такой же взгляд, такой же взор, и с такой же душой мы смотрим в сторону Москвы. И я бы так, если красиво это будет, за нами не заржавеет, я могу так сказать, потому что никаких долгов ни перед кем нету, но мы всегда за, мы рядом, мы вместе. Вот так, вот в таком духе я чуть красиво, некрасиво, но я так преподношу.